Жизнь Владивостока, как и положено, столице Дальневосточного региона, полна интересными и важными событиями. Мероприятия для школьников, помощь мобилизованным, новая реальность автомобильного бизнеса и даже пояс самого Деда Мороза, который выбрал Владивосток своим первым городом для своего долгого путешествия. Обо всем этом мы расскажем в нашем материале. Школьники из Якутии провели каникулы с пользой. Ученики Магаратской СОШи и Центра глобального образования побывали во Владивостоке на профориентационных мероприятиях, где посетили несколько вузов дальневосточной столицы, такие как Владивостокский государственный университет и Тихоокеанский государственный медицинский университет. А также они посетили ДВФУ и Российскую таможенную академию. Учебные заведения рассказали будущим студентам, как в реальности проходит обучение и на что сделать упор в подготовке к поступлению. И как направление, информационные. Для начала заведения сделали экскурсии, показали лаборатории и учебные аудитории, а после ответили на все интересующиеся ребят вопросы. У нас очень много профориентационных мероприятий. Центр «Абитуриент» проводит эти мероприятия круглый год, даже в период летних каникул. Что входит в эти мероприятия? Это профбеседы. То есть мы рассказываем абитуриентам про правила поступления. Мы рассказываем, каким образом правильно подавать документы, какие выбирать профессии, как это правильно делать. Мы проводим профильные смены. 3 раза в год, осенью, весной и летние каникулы мы проводим смены, с помощью которых ребята могут попробовать себя в профессиях, побеседовать с представителями различных профессий, пройти тренинги психологические и понять, какая профессия подходит все-таки больше. Кроме того, в течение года мы проводим множество мастер-классов с нашими педагогами. Мы проводим много экскурсий по университету. Экскурсии по университету включают не только показ нашей материальной базы, но и то, каким образом вы можете обучаться, каким профессиям вы можете обучаться. То есть тоже как определенные мастер-классы, которые входят в перечень вот таких вот экскурсий. По ученикам было видно, насколько им интересно познакомиться со своим будущим этапом жизни, студенчеством. Кто-то уже примерял на себя белый халат врача, а кто-то в мыслях проектировал сложные инженерные конструкции. Такие мероприятия, по-моему, очень важны, так как помогают ребятам, школьникам, куда поступать, на кого поступать и, впрочем, найти свою профессию. Очень понравились вузы Владивостока. Они очень красивые, интересные, также познавательные. Мне очень понравились лекции и учителя тут. Также город сам по себе очень красив и разнообразен красками. Также и вузы отличаются этим свойством. Важно ориентировать школьников на востребованные экономикой профессии, чтобы после окончания у них не было проблем с трудоустройством. Ведь совсем скоро из этих ребят вырастут инженеры, врачи, биологи, IT-специалисты и другие не менее важные для нашей страны специалисты. Во Владивостоке предприниматель открыл свое производство одежды для мобилизованных. В связи с большой потребностью в спецодежде и обмундировании молодой человек отложил модные заказы, чтобы обеспечить магазины необходимым товаром. Бизнес в России сейчас переориентируется на производство необходимого инвентаря, оборудования, обмундирования для нужд специальной военной операции. С наступлением холодов особенно актуальна теплая, качественная одежда для мобилизованных. Но сейчас вот готовимся к пошиву мужских костюмов камуфляжных. Вот, ну а на данную минуту у меня вот нижнее белье мужское у нас тут есть. И вот теплые мужские кофты. Хоть куда. Хоть пир, хоть в мир. Марк является производителем одежды, и у него есть магазин специальной экипировки, а также собственная швейная фабрика общей площадью около 600 квадратных метров, на которой он начал производить одежду для мобилизованных. Еще Марк поделился, что не только продает одежду по доступным ценам, но и безвозмездно помогает мобилизованным спецодеждой. Считает это своим скромным вкладом в решении важных задач. Неоднократно сталкивался с ситуацией, когда там, где я заказывал, просто не хватало на меня. Так как мы находимся все-таки в отдаленной части России, Дальний Восток, Владивосток, сюда немногие доходили товары.
Вот. И тогда уже пришла идея, что нужно самим брать и шить то, что необходимо. Вот. Тогда и, в принципе, зародилась идея о создании фабрики. В общем, тогда как раз продавалась фабрика. И я купил эту фабрику и потихоньку отшиваю одежду на свой магазин. Вот 100% на свой магазин я еще не перешел, потому что все-таки есть и другие поставщики, и хорошие поставщики у нас в России есть. Приходится вот 50 на 50. 50 своего, 50 чужого. Ну, вот. Ну, мечтаю о том, что магазин будет полностью на моем товаре. Ткани в основном отечественные, но есть и привозной материал из Южной Кореи и Турции. Современное оборудование из Японии и Кореи позволяет изготавливать большое количество материала, но самой главной проблемой фабрики является нехватка персонала и рабочих рук. С этой проблемой справляются сами, задерживаясь на работе и все свободное время тратя на производство одежды. Один из крупнейших авторынков России всегда привлекал покупателей с Дальнего Востока и Сибири возможностью приобрести японские автомобили почти без пробега и по приемлемой цене. «Зеленка», как называют рынок сами местные жители, пережила не один кризис и сегодня пытается адаптироваться к новой реальности. По словам автодилеров, интерес людей к покупке транспортных средств из Японии растет. Спрос есть и, надеются, будет еще долгое время. В основном заказы идут на Toyota, такие как Allion, Wish и Prado. А вот спрос на электрокары и гибридные автомобили составляет 15-20% из всего заказа, так как они не совсем подходят по погодным условиям, поделился Джулустан Комиссаров. Всего покупать машины под заказ Японии, так как здесь, во Владивостоке, ребята, которые продают на зеленом углу машины, они накручивают свои проценты и покупают точно так же, как и мы. То есть они накручивают как минимум 25-30%. Например, допустим, позади меня стоит Toyota Land Cruiser Prado, 18 год. Он для нашего клиента обошелся примерно 3 миллиона 100 тысяч рублей. Такие машины на рынке стоят около 3 миллионов 600 тысяч рублей, ну плюс-минус. А сейчас ходят слухи, что могут закрыть поставку транспортных средств с Японии, но это неправда. Сейчас конкретных данных об этом случае нет. Даже если, допустим, через пару месяцев Япония закроет, лазейки все равно будут. То есть закроют только прямые поставки транспортных средств, но можно будет их везти через Корею и так далее. Цены в целом поднялись не только на транспортные средства, но и на автозапчасти. Наши земляки приезжают во Владивосток как за приобретением машины, так и ремонтом своих железных коней или же покупкой запчастей. Автодилер Сергей Михайлов поделился информацией, насколько подорожали запчасти на автомобили. Все в основном, можно сказать, 70% приезжающих наших земляков, это все за машинами приезжают. А остальные, ну как, вот, семьями с Якутска приезжают на своих машинах покупаться, там, подремонтировать свои машины, ну, как бы отдохнуть на море. Так, цены на запчасти подорожали буквально, ну не могу сказать так точно, но с начала года, наверное, процентов на 15-20 точно. Как бы это мы ездим постоянно по разборам. И как бы видим это все своими глазами. Подводя итог, можно сказать, что спрос на автомобили в текущей ситуации не упал, а даже вырос. Объясняется это несколькими факторами, но в первую очередь тем, что цены держатся на стабильном уровне, без повышения. Поэтому автомобильная Мекка Дальнего Востока ежедневно пополняется новыми экземплярами из Японии, которые в дальнейшем направляются в города и деревни нашей страны. Поезд Деда Мороза побывал во Владивостоке. 22 октября Дед Мороз из Великого Устюга отправился в путешествие по всей стране на праздничном поезде. Украшенный состав состоит из 19 вагонов, включающих сцену, салон-приемную Деда Мороза, сувенирную лавку и сказочную деревню. В Приморском крае поезд проехал через 6 станций.
Дед Мороз отправился в путь из Великого Устюга за 70 дней до Нового года. Его поезд проедет более 33 тысяч километров пути, побывает более чем в 130 городах России и впервые прибыл в Приморье. Самой восточной точкой путешествия станет Находка. Здравствуйте, здравствуйте, внучата мои дорогие, малыши и взрослые. Каждый ребенок хочет увидеть Деда Мороза, все верят в чудеса, и, конечно, всем хочется, чтобы Дед Мороз приехал и в их город тоже. Когда услышали музыку, когда увидели поезд, очень поднялось настроение, стало очень вообще интересно увидеть самого Деда Мороза. Мы встретили Деда Мороза с танцевальной группой, мы подарили ему танец, станцевали вместе с маленькими ребятами и помогали на подтанцовке нашим руководителям. Несмотря на ноябрьский день, было полное ощущение, что до главного праздника считанные минуты. И вот-вот зазвучат куранты. Аниматоры и команда Деда Мороза устроили настоящий праздник всем, кто собрался, и напомнили, что уже нужно начинать думать, какое желание предстоит загадывать в новогоднюю ночь. Когда я увидела Дедушку Мороза, у меня появилось новогоднее настроение. Я видела Деда Мороза, Снегурочку, мышек, снеговика. Нравится очень праздник и Дедушка Мороз. На праздник пришли разные животные. Снегурочка, артистов, танцевальные и вокальные. Зайка и еще одна зайка. Очень скоро мы продолжим нашу Представление подарило детям потрясающие эмоции и напомнило, что Новый год очень близко. И совсем скоро на улицах города появятся елки и праздничные украшения. А у людей ожидание чего-то волшебного. А теперь Деда Мороза ждут в нашей республике. Он приедет к нам на ежегодный фестиваль «Зима начинается с Якутии», где они вместе с повелителем холода Чисханом зажгут первую в стране новогоднюю елку. Насыщенная программа фестиваля включит в себя международный конкурс ледовых и снежных скульптур, гастрономический фестиваль «Вкус Якутии» и многое другое.